Мы сегодня с вами все собрались по очень волнующему, наверное, самому важному вопросу для всех нас. Мы вместе с вами работаем над этим вопросом. Это вопрос жизнеобеспечения города Риддера, это вопрос снабжения теплом города Риддера. Сегодня с вами на встрече присутствует министр энергетики нашей страны Алмасадан Майданович Саткалиев. Только что мы закончили осмотр ТЭЦ города Риддера, встретились с рабочими, с подрядными организациями, со всеми, обговорили те узкие моменты, которые сегодня крайне необходимы для продолжения работы. В этой связи я хотел бы слово предоставить Алмасадану Майдановичу Саткалиеву. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые жители города Риддер, станция. Действительно, начну с самой такой актуальной темы состояния станции и график проведения ремонтов. На сегодняшний день 8 подрядных организаций работают. На 6 котлах ведутся необходимые работы. Уже началась поставка запчастей, материалов, трубы. Практически мы каждый котел посетили, зашли в градирование, топливоподачи, поговорили со всеми заинтересованными сторонами. Также нам презентовали видение по запуску котельной на предприятии «Казцинк», которая позволит немножко снизить нагрузку на Риддерскую ТЭЦ во время прохождения отопительного сезона. Достаточно большое количество замечаний мы сделали в ходе осмотра станции. Тем не менее, по докладу руководителей подрядных организаций работы идут в соответствии с графиком. Мы это видим действительно. Есть труба, мобилизованный необходимый объем рабочих, персонала, сварщики работают, котельная идет, перебирают турбину действующую. По плану ввода в сентябре планируется до начала отопительного сезона пуск 2 котлоагрегатов, в октябре 2 котлоагрегата, и до зимы еще планируется оставшиеся ремонты завершить. Когда я говорю по схеме резервной, речь идет о том, что часть тепловой мощности от котельной, которая для собственных нужд строит Казахцинк, она будет присоединена к системе теплоснабжения города, и они свободную мощность будут выдавать, за счет этого обеспечат резерв, и качество услуги по теплу. Там строительство идет в соответствии с графиком. Мы попросили ускорить завершение. То есть ранее планировалось уже зимой запустить данный объект. Мы попросили, чтобы в ближайшее время ускорили проведение работы. Казахцинку разрешили тоже от вашего имени, от имени правительства, выразить благодарность за содействие в организации ремонта на Риддерской ТЭЦ и создание резервной схемы теплоснабжения города. Был серьезный разговор у нас с собственниками, и вчера, и сегодня главные результаты наших предварительных договоренностей, что будут и уже погашены долги по зарплате, по налогам за 2 месяца. Сегодня присутствовали на встрече у нас на станции руководители распределительных тепловых сетей. Стал вопрос долгов, мы решили этот вопрос, то есть собственники за свой счет долг перед тепловыми сетями внутри распределительных покроют. Также еще дополнительно, это где-то порядка 300 миллионов тенге. Это по долгам, именно по теплосетевым сетям. До этого сумма определенная была выделена. Еще дополнительно 300 миллионов на проведение текущих ремонтов собственники направят, и мы будем держать это на контроле. В целом запрос по ремонтам станции был порядка 9 миллиардов тенге. 9,8 миллиардов тенге. 500 миллионов были выделены, 9 это средств республиканского бюджета. Да. Выделены были деньги из местного бюджета, более 500 миллионов тенге, и из республиканского бюджета остальные деньги были в полном объеме. Сейчас решение принято, постановление правительства вышло, завершающая стадия, то есть они в ближайшее время придут. То есть это самый вопрос ключевой, который ставили подрядные организации, это финансирование. То есть вопрос финансирования решили.
мобилизованы, как я уже говорил, сотрудники подрядных организаций. Работа идет. Будем этот процесс держать на контроле. Постоянно у нас органы энергонадзора будут задействованы. На правительственном уровне мы получили поддержку в части усиления энергонадзора. То есть ранее энергонадзор даже не имел права заходить на энергообъект. То есть он планово должен был согласовывать проверку, получать соответствующее разрешение. Теперь мы вносим изменения в законодательство, ну и своим приказом я обеспечил доступ всех наших инспекторов не только к основному энергооборудованию, но также на объекты, которые связаны с капитальным и текущим ремонтом. Ну, надеемся, и местные исполнительные органы огромную работу провели, и эту работу тоже будут соответствующим образом контролировать. Нам, безусловно, импонировала инициатива, которая здесь есть, о создании инициативной группы, то есть представители общественности, которые также планируют участвовать в осуществлении контроля, мониторинга проводимых работ. Мы это тоже уже опыт будем перенимать. Недавно было заседание правительства, на котором был рассмотрен ключевой вопрос подготовки к зиме. Были даны достаточно серьезные и замечания, и рекомендации и министерству, и местным исполнительным органам, и руководителям, собственникам энергообъектов по стране. То есть данный вопрос на прямом контроле будет и министерство, и премьер-министр, курирующих заместителей премьер-министра. Это по текущей ситуации, уважаемые коллеги. Если разрешите, я хотел бы коротко рассказать о той работе, которую в целом министерство проводит по обеспечению стабильной работы энергетического комплекса. То есть с вашего разрешения я хотел бы попросить, чтобы мою презентацию поставили. То есть на сегодня в Восточно-Казахстанской области наиболее крупными источниками является это Казцинк, Усть-Каменогорская СКС, Усть-Каменогорская ТЭЦ. Мы, коллеги, подняли оптовые цены для данных энергоисточников, то есть при поднятии цен Министерство энергетики исходило из прямого расчета. То есть мы посмотрели на экономику этих энергообъектов, посмотрели те работы, которые необходимо сделать для того, чтобы поддерживать эти энергообъекты в эксплуатационной готовности. Ну, безусловно, учли запрос на повышение заработных плат, потому что в электроэнергетике они из самых низких средних заработных плат по стране. На 11 июля объем производства электроэнергии 3,3 миллиарда киловатт-часов, внутреннее потребление 3,9 миллиардов. То есть сейчас регион является энергодефицитным, электроэнергия идет из Экибастузского энергоузла. 3 энергопередающих организации, это Объединенная энергосервисная компания, Казцинк-Энерго, Семейское отделение магистральной сети. 21 тысяча километров у нас сетей. Энергоснабжающей организацией является ШПС-Энерготрейд. Для населения тарифы установлены порядка 4 тенге за киловатт-час, для юридических лиц 42,2 тенге за киловатт-час. То есть практически за счет бюджетных организаций, за счет промышленных предприятий субсидируются тарифы для населения. Так, по готовности третий ТЭЦ, четвертый ГЭС уже слайд был. Ну, коротко я что хотел сказать. ТЭЦ готовность 32% в целом по региону. По Усть-Каменогорской ТЭЦ 42,6%, там ремонт 9 котлов, 8 турбин. Согринская ТЭЦ 31%, ремонт 3 котлов, 2 турбин. Литерская ТЭЦ только 20%. Вот я уже про проблемы говорил. Сейчас большая просьба руководству, подрядным организациям форсировать. Мы специально и руководителя новых собственников ТЭЦ, и руководителей подрядных организаций пригласили на нашу встречу. Поэтому коллеги, чтобы понимали степень ответственности и необходимые работы провели. На гидроэлектростанциях ремонты выполнены на 64%, самая лучшая динамика по Усть-Каменогорской ТЭЦ 51%, а под Турсугун-1, малый ГЭС, 100% ремонты уже они завершили. По другим объектам тоже работа идет. 165 километров электрических сетей отремонтировали, 30% от плана. Здесь мы больших проблем не видим. Думаем, что все, что касается распределительных сетей, работы в необходимом объеме будут выполнены. Техническое обследование тепловых сетей завершили. Усть-Каменогорск, Ридер, Шаманаиха,
По остальным населенным пунктам обследование будет до 15 июля, но в целом тут работы по графику идут. Как я уже говорил, вплоть до вопроса погашения долгов мы вот уже подключились, помогаем собственникам объекта. По ридеру механизм выделения средств отработан, то есть для того, чтобы эти средства выделить из республиканского бюджета, Министерство финансов, Министерство энергетики нашли механизм, соответствующие деньги в полном объеме будут в ближайшее время, вот, исходя из практики, там, в течение недели они будут выделены. Я уже в целом вам доложил по текущей ситуации. Хотел отдельно вот остановиться на возобновляемых источниках энергии. Огромный потенциал в области по развитию малых, средних ГЭС, по использованию энергии солнца. То есть сейчас уже 5 действующих объектов есть, 66 мегаватт. Сейчас мы на уровне правительства улучшили механизм поддержки возобновляемых источников, то есть видим, что это будет один из таких ключевых источников роста нашей экономики. Заключили контракты с ведущими мировыми компаниями, там уже проекты у размера гигаватт и выше. Это в целом будет способствовать надежности энергоснабжения республики, ну и, соответственно, региона. То есть до 2025 года вот у вас Европа Солар, строительство одного объекта планирует завершить 5 действующих объектов, я про это говорю. Понимая, что другие вопросы тоже важны для участников нашей встречи, хотел коротко рассказать о поставках дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. То есть в регионе в целом в Восточной Казахстанской области предусмотрено 20 тысяч тонн дизельного топлива. Отгрузка топлива в адрес сельхозпроизводителей осуществляется приоритетно. За период весенне-полевых работ отгружено 18,6 тысяч тонн. Теперь уже на осень, на уборочную кампанию, пока мы заявку 8,5 тысяч тонн получили от Министерства сельского хозяйства, то есть как только они сформируют, по запросам сельхозтоваропроизводителей готовы отгрузки начать, давайте заявки. Большую работу также провели по целевому использованию данного дизельного топлива, то есть он будет подкрашен, соответствующий, чтобы там не было перетока в другие отрасли, работу провели. Отдельные пин-коды утвердили. Теперь что планируется сделать? На правительственном уровне будет создаваться база данных сельхозпроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребностей ПСМ. То есть у нас это касается в части планирования объемов дизельного топлива удешевленного, чтобы мы заранее могли нашу работу заводов организовать должным уровнем. Ну и, конечно, электронная информационная система для распределения топлива. То есть сельхозпроизводители теперь не через акиматы, после завершения могут самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах и ресурсодержателей. То есть, соответственно, программный продукт уже в стадии разработки. По сжиженному нефтяному газу, коллеги, в соответствии с поручением главы государства, Агентством по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование, утверждены предельные розничные цены сжиженного газа. Согласно данному приказу, предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Восточной Казахстанской области составляет 70-75 тенге за 1 литр. При этом с 1 июля цены повышены на 6 тенге, до 76 тенге за литр, для отдаленных районов до 81 тенге. В регионе 3 газонаполнительных станций, 84 автомобильные газозаправочные станции. Потребление нефтяного сжиженного газа в области в году составляет порядка 40 тысяч тонн. За январь-июнь потребили 13 тысяч тонн. Но мы уже на эту тему, коллеги, говорили. В целом в стране идет снижение выработки сжиженного нефтяного газа для рынка услуг. Более того, сейчас потребность в основном покрывается за счет объектов ТШО, Тенгиз-Шевройл, до тех пор, пока мы не запустили проекты нефтегазохимических комплексов. То есть после того, когда масштабные проекты полипропилен, полиэтилен, бутадиен будут запущены, то есть вообще сжиженного нефтяного газа будет, наверное, еще меньше на внутреннем рынке. В этой связи те собственники автомобилей, которые планируют переходить на этот вид топлива, должны принимать во внимание эти риски. То есть в настоящее время цена продажи ниже себестоимости, то есть
собственники этого газа продают его в убыток, и, ну, скорее всего, потребление, в смысле, поставка на внутренний рынок будет только в рамках вот произведенных этих объемов. Так, ну, понятно, что касается ценовой стабильности, работа идет, не будут допущены спекулятивные скачки цен, это есть на контроле у правительства соответствующих органов, ну, в частности, вот агентство по защите и развитию конкуренции я упомянул. Ну, разрабатываются различные сценарии газификации регионов, я вот на этом не хотел пока подробно останавливаться, коллеги. Есть различные варианты. Сейчас вот главная задача, которая перед министерством стоит, это обеспечение доступности газа. То есть у нас должен быть собственный газ, который мы должны поставлять в регионы. Для этих целей мы уже ведем строительство 1 миллиард кубических метров переработки газа на месторождении Кашаган. Дополнительно к этому 1 миллиарду будет 4 миллиарда, 2 плюс 2 на месторождении Кашаган разработаны, построены заводы. И 4 миллиарда будет построены нефтегазоперерабатывающей мощности, газопереработка, очистка и подготовка газа на месторождение Карачагана. Для того, чтобы этот газ доставить в южные, в северные регионы, необходимо строительство газопроводов. То есть сейчас вот Бейнеу-Базой-Шымкент, от которого практически закреплен газопровод Сарыарка, будет осуществлено строительство второй нитки в ускоренное время. То есть вот по завершению этих проектов объективно можно уже будет говорить о реализуемости сценариев газификации регионов. То есть мы, коллеги, будем держать вас в курсе по вот ходу проведенных работ. Готовы ответить на ваши вопросы, коллеги? Пожалуйста. Все, что касается электроэнергетики, нефтепродуктов. Добрый день. Я Ольга Шаталь, блогер, общественный деятель, правозащитник. У меня непосредственно два вопроса. Первый – это по экологии в нашем районе. Пожалуйста, зачитаю, чтобы не упустить. Да-да. В нашем регионе, именно я сейчас говорю о Владимирске-Каменогорск, и в принципе о нашем, потому что Каменогорск это входит, это все до нас, находится крупное промышленное предприятие. Мы создаем вклад этих предприятий в экономику региона. Но вместе с тем их деятельность влечет и ежедневное загрязнение воды и почвы и особенно воздуха. А в атмосферу регулярно выбрасываются такие элементы, как диоксид азота, диоксид серы, цветных, фенол, хлор, хлористый водород, таких и с многократным нарушением предельно допустимых концентраций. В целом обнаружено около 170 загрязняющих элементов. Согласно данным исследований, проведенных специалистами, установлено, что атмосферный воздух и подземный воздух являются основной средой техногенного загрязнения. Вопрос. Какие меры эффективного решения данных проблем предлагаются и какие сроки? Первый вопрос. Да, спасибо за поставленный вопрос. Ну, как вы знаете, у нас введены достаточно серьезные нормы в экологическое законодательство золошлаковых отходов. Эта работа уже ведется, то есть те тарифы, которые вот мы сейчас планируем, инвестиционные программы, вот вы знаете, правительством объявлены по поручению главы государства программа «Тарифы в обмен на инвестиции». То есть эта вот программа включает в том числе и большой блок природоохранных мероприятий. То есть все, что связано с защитой окружающей среды, с защитой выбросов, это также будет учитываться. И все мероприятия по установке соответствующих фильтров, эмульгаторов, других систем очистки будут предусмотрены финансированием. По срокам это в зависимости по объектно предусмотрено, то есть в зависимости от готовности объекта, в зависимости от его состояния. Что касается, это по старым объектам, этот график у Министерства экологии есть, я его запрошу, вам представлю. По энергетическим объектам там тоже определенный график есть, там мы в течение 5 лет по мнению участников рынка должны уложиться. Что касается в целом государственного подхода, то все новые строящиеся объекты, они будут ориентированы на нормы выбросов, близкие к европейским. То есть там уже очень серьезное регулирование идет, даже те объекты, которые будут вводиться, предположим, традиционные источники электроэнергии в стране, то есть они будут соответствовать самым современным нормам по выбросам, по окружающей среде.
Благодарю. Вы назвали сроки в течение 5 лет. Для энергетиков, да. Для промышленности. Жителям, которые также влияют в регионе, вы знаете, что мы первые по экологии. Также заболевания дыхательных путей, астма и так далее. То есть что делать людям в эти 5 лет? Ну, для промышленных объектов соответствующая программа тоже есть. Там, насколько я знаю, предусмотрено тоже внедрение самых современных технологий, связанных с внедрением и рукавных фильтров, и других условий хранения, там, в смысле снижения выбросов. Хорошо. Второй вопрос по ТЭЦ. Скажите, пожалуйста, какие сейчас действия? То есть на каком этапе наш ТЭЦ, Ридер ТЭЦ? Я вот только что средства в полной мере? Ну, я продублирую, коллеги, я только сейчас вот достаточно подробно объяснил. На всех 6 котлах, на одной турбине, на топливоподаче, включая дробилки, КИП автоматика, работы уже идут, привлечено 8 подрядных организаций, средства на где-то, я думаю, на 80% необходимых объемов работ выделены, остальные средства будут предоставлены за счет, ну, часть средств будет за счет собственников станций предоставлены, и также, ну, за счет этапности проведения работ, часть они будут учтены в тарифе. Ну вот в соответствии с графиком работ в сентябре только 2 котла планируется ввести, которые первоначальную тепловую нагрузку позволит осуществить. Потом в октябре дополнительные 2 котла, потом ближе к зиме еще 2 котла. И вот мы очень серьезно рассчитываем на поддержку со стороны Казахцинка, которые смогут со своей новой котельной подать дополнительные тепловые мощности в сеть и, ну, обеспечить вот необходимый тепловой режим. Сейчас вот пока гарантию дать не можем, в силу того, что работы только начались, будем мониторить. Если сейчас пока по графику идут, небольшое отставание идут, но в связи с поставкой материалов и с финансированием. Финансирование решили вопрос. По поставкам материалов, насколько я знаю, все уже оплачено. Будем работы, проведенные, держать на постоянном контроле, по ходу информировать. Если будут какие-то риски, мы скрывать не будем общественности и на правительственном уровне все это объявим, но будем думать, какие резервные схемы возможны. То есть пока работы идут в соответствии с планом. Можно я добавлю? У нас другого выхода нет. То есть, в сентябре месяце мы должны запуститься с началом отопительного сезона. Поэтому жители города Ридер, в первую очередь хотел поблагодарить вас за то терпение и понимание, которое было на протяжении последней зимы. Это дорого стоит, поэтому мы оправдаем ваши надежды и в сентябре постараемся осуществить запуск. Сегодня еще раз, сейчас, как сказал Алмасхан Майданович, мы переговорили с Казцинком. В Казцинке тоже в полной мере осознают ту ситуацию, которая складывается сейчас. Объективная оценка идет. По плану у нас так было и заложено, что 3 котла Ридер ТЭЦ будут запущены в сентябре и далее, то есть оставшиеся 3. С тем, чтобы если температурный режим, то есть будут перепады большие с сентября или октября начнется, работы по закольцовке мы сейчас начнем, договоримся. То есть, соответственно, тогда ТЭЦ Казцинка поддержит этот тепловой режим с тем, чтобы мы могли завершить все работы и подключить в полном объеме Ридер ТЭЦ. Сейчас, кстати, работает там 8 подрядных организаций. В самом начале, то есть эти организации пошли работать за свой счет, то есть как бы реально, как вы знаете, то, что к руководству в Ридер ТЭЦ непосредственному вернулись те люди, которые работали там 5 лет назад, они являются патриотами настоящими этой ТЭЦ, то есть те люди, для которых ТЭЦ является как родное детище. И то, что они бросили ту работу, которая у них была, над хорошую зарплату, приехали обратно в Ридер и сегодня, то есть как бы вместе со всеми участвуют в этой работе, более того, руководят ей, нас вселяет оптимизм и надежду. Председатель городского совета Ридера. Хотелось бы спросить, из каких источников будет производиться финансирование ремонта наших ТЭЦ? Мы наслышаны, что только долги собственника составляют 3,5 миллиарда. Это цифра довольно внушительная.
20% готовность нашей ТЭЦ на сегодняшний день – это тревожная цифра. Поэтому хотелось бы услышать от вас. У нас холода наступают рано. Есть ли хоть какая-то гарантия, что действительно в сентябре наша ТЭЦ будет запущена? Финансирование обеспечено из 3 источников. Средства республиканского бюджета, это именно на ремонт ТЭЦ, и средства Акимата. Также средства будут направлены собственниками, то есть вопрос долгов уже собственники решили, практически уже там взяли на себя часть долгов, выставили залоги. И более того, вот я как уже говорил, в ходе вот нынешней сегодняшней встречи мы дополнительно договорились, еще дополнительно 600 миллионов тенге собственных и собственных средств направить. То есть по финансированию рисков нет. По ремонтам риски они всегда есть, то есть есть вопрос качественной организации работ. Подрядные организации полностью уже приступили к работам, уже мы зашли в тело котлов, там уже кое-где вскрыли, где-то уже идет монтаж оборудования, то есть вопрос о необходимости ускорения и выполнения плана, графика ремонта, то есть мы будем на особом контроле держать, будем вас безусловно информировать. Разрешите вопрос? Я представитель государственного среды города Лидера. Вопрос у меня вот такой. Сколько собственников на ТЭЦ сейчас? Кто они? Как на это идет? Первый вопрос. Сколько собственников? Вот собственник здесь присутствует, он один. Пусть пожалуйста, покажите нам один собственник. Это вот новый. Еще? Мы специально пригласили коллеги. Добрый день, меня зовут Михаил Андреев, я являюсь директором группы компании «Агристрой», являюсь депутатом городского маслихата города Алматы. И мы сейчас заходим на Ригельскую ТЭЦ. В плане на сегодняшний день мы взяли на себя обязательства, а я компания взяла обязательства по погашению всех долгов, мы сказали, что их 3,5 миллиарда, на самом деле их 3 миллиарда. Это задолженность перед марком. Всю эту задолженность мы закроем самостоятельно без привлечения государственных денег, без привлечения денег самой Ригельской ТЭЦ. В общем, в ближайшем будущем мы освободим все долговые обязательства с этой компанией, это произойдет в течение 2 недель. Второе, на сегодняшний день мы закрыли задолженность по заработной плате, закрыли налоги, и сейчас до выделения государственных денег будем выделять деньги на срочные виды работ, это порядка 500 миллионов, и в таком ключе будем двигаться пока, но все наше совместное предприятие, имеется в виду в рамках государственно-частного партнерства, будет рассмотрено правительством. Сейчас я пока ничего не могу сказать, в каком статусе мы останемся, но моя первостепенная задача освободить от долгов это предприятие. Спасибо. Она в любом случае, как только я сможу это долгов, она будет передана на государство. Государство потом будет впоследствии принимать решение, каких отношений мы останемся. Все понятно. И последний вопрос, очень важный. На каком уровне расследования находится состояние бывшей хозяйки? Вернет она деньги? Насколько я знаю, там уже есть осужденные, следственные мероприятия продолжаются. Спасибо вам, положительного дня. Сразу вот ответьте, пожалуйста, инвестор с Алматы. Я попробую вам сразу задать вопрос, который вперед прозвучал. Скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь сейчас возвращать затраты потребителя на недоотпуск тепловой энергии по теплу и по горячей воде? Посмотрите, мы весь сезон не пользовались ни горячей водой, ни теплом. То есть она была ниже всяких нормативов и ГОСТов. По сути дела, вода горячая, 48 градусов, которая считается холодной вода, но тем не менее ТЭЦ представляет нам счета в полном объеме и за отопление, и за горячую воду, а это, извините, цифры большие. Каким образом
образом вы сейчас думаете, чтобы возвратить эти деньги населению? Не то, что там купить и сразу эти деньги там отдать, а в том плане, чтобы вот эти долги на нас не вешались. Это первый вопрос. Потом будет еще один вопрос, только не С разрешения я отвечу. Коллеги, это вопрос регулирования относится к государству. То есть будет произведен перерасчет. То есть уже там приступили соответствующие, мы результаты как бы проинформируем. Уже работа ведется, производит комитет регулирующий систему монополий, по завершению не проинформируют. Я, безусловно, по итогам визита буду информировать и премьер-министра, и министров курирующих о вопросах, которые вы там ставите, и ответите. Скажите, пожалуйста, этот вопрос поставлен уже не первый месяц. И нас общественный совет совместно с ветеранами и с общественностью города никак не может добиться именно этого перерасчета. Все обещания, но тем не менее счета поступают, пеня начисляются, долги у населения растут. А учитывая то, что у нас не было ни тепла, ни горячей воды, резко повысилось потребление электрической энергии. И счета за электричество в таком объеме выставляются, это неподъемно. Вот конкретно, когда это будет сделано перерасчет? У вас представитель департамента есть регионального? Вот я и хочу сказать, Не предложили? антимонопольного комитета. Хотела бы зададим реакцию на этот вопрос. Ну, я проконтролирую как министр, что в ближайшее время. А до этого вопроса на информацию. Сейчас я еще дополню, еще пару вопросов. Добрый день, директор ТЭС, Еленки Гумадин. Спасибо за вопрос. Значит, сразу скажу, сейчас идет уже тариф, значит, был 3700 по населению. На сегодняшний день тариф 2600. То есть он уже введен в дифференцирующий тариф. Это цена за гектар. То есть, и там уже идет перерасчет. Это первое. То есть сейчас уже идет перерасчет. То есть уже возвращается к населению. И второе, сейчас рассматривается в антимонопольном комитете еще одна компенсация на сумму порядка где-то 190 тысяч по миллиону. То есть компенсирующий тариф дальше не будет. Я могу подробнее, давайте общественный совет, депутаты, пожалуйста, я могу все это. По теме, вопросы по теме, пожалуйста, мы наслышаны уже всяких обещаний. Вот эти сейчас затраты, которые идут на ремонт. Давайте, я готов в любое время встретиться. Я сам депутат Тульского муниципалитета. Я готов встретиться, объяснить, все подарить. Ну, мы бы хотели услышать сейчас присутствие большого представителя общественности. Скажите, пожалуйста, вот эти сейчас затраты по ремонту ТЭС, не будут ли они включены опять-таки в тариф на Нет, я вам говорю, что нет, это другие деньги, это не тарифы. Ну почему? Вы услышите 18 это аварийные, это честные деньги, это аварийные, что успокойтесь, эти миллиарды на вас не точно. Ну, это только слова. И еще попутно теперь вам вопрос министру энергетики. Возвращаясь к экологическим вопросам, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас здесь говорили, я поддерживаю предыдущего блогера, что экологически загрязняют регион Восточный Казахстан не только деятельность Казцинка, но и отходы деятельности ТЭЦ, котельник и все остальное, то есть уголь, это затратное производство. Ни для кого не секрет, что на нашу ТЭЦ поставляется уголь высокой зольности, очень за газовым выбросы большие. Так вот, вы остановились на вопросах газификации, сказали северные районы, южные районы. А скажите, когда уже несколько лет рассматриваются варианты газификации именно Восточно-Казахстанской области, это дешевое экологическое топливо, и эти варианты рассматриваются, но до сих пор конкретного плана нет. Так вот, скажите, можете вы обозначить сроки газификации Восточно-Казахстанской области? Спасибо. Если говорить по срокам, то это перспектива не ранее 28 года, исходя из того, что я говорил. А вот то, что вы говорите, это дешевое экологическое, уже нет дешевого экологического топлива, то есть газ будет по уже ценам.
по экспортному НДЛ. То есть, понятно, мы будем договариваться с возможными поставщиками, и даже внутренний газ, который в процессе будет разработан, он будет включать все затраты, связанные с транспортировкой, строительством новой трубопроводной магистральной инфраструктуры, строительством этих заводов. То есть, в принципе, он будет приближен к ценам, которые сейчас существуют на рынке. То есть, несубсидируемые рыночные цены. То есть, но, тем не менее, есть несколько сценариев, я на этом не стал останавливаться. В ближайшее время только правительство стратегическим газификации регионов Северного и Восточного Казахстана мы официально Один вопрос у меня сейчас возник, очень серьезный, потому что в течение года, в этом году, все жители Казахстана так или иначе были задействованы или окружены вниманием, или интересовались именно энергетическими проблемами. В том числе и то, что вы сегодня говорили, о чем говорили, или как и заказывали проблемы газоснабжения. Мы знаем, что в Сайсанском районе добычей газа занимается на Богатаре май. В прошлом году по отопительному сезону наблюдалось низкое давление газа в связи с тем, что компрессорные установки в очень плохом состоянии. Но несмотря на это, в 2022 году Богатаре май проявляют экспорт газа в КНР. И при этом компания говорит о том, что они в течение 10 лет будут соблюдать бесперебойную подачу газа. Вот вопрос, всегда ли это выполняется, как это обстоит дело с этим вопросом? По моей информации, экспорт газа в Китай не осуществляется, там задвижка закрыта, то есть даже технической возможности нет передачи экспорта газа в Китай. Что касается работы компрессоров, мы вчера в ходе такого оперативного совещания с Акиматом эту тему обсудили, сейчас проведем соответствующую инспекцию месторождения и на предмет соблюдения условий недропользования и техническое обслуживание оборудования. То есть при необходимости попросим их необходимые ремонты произвести, и объемы газа, которые утверждены в балансе для поставки для жителей региона, они обязаны выполнять. Тем более я знаю, там есть планы по увеличению объема газификации, там дальнейшее идет расширение, распределительные сети строятся, то есть будем держать на контроле. Қалалық ақсақалдар арасынан сіздердің бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Бірінші сұраққа жауап алып қойдым. Жақсы ертілген жаңалықтар естіп қуанып отырмыз. Бірінші жаңалығымыз меншік иесіне тапсырып едік. Таныстық. Енді екінші сұрағымыз. Осы жылу орталығын мемлекеттік меншікке өткізуге болмай ма екен? Бұл қала тұрғындарының тілегі. Егер қала бұл меншікке өтетін болса, қаржыландыру, осы жабдықтардың бәрін дұрыс ұстау, мемлекеттің мойнында болатын сұрақ болар еді. Рахмет. Аппарат беріп отыр, сұрағымызға. Жалпы мемлекеттік деңгейден мемлекеттік бюджеттен 9 миллиард қаржы бөлініп жатыр. Қазір жаңа иесі айтқандай, ол барлық қарыздарын жапқаннан кейін бұл мекеме мемлекеттік мүлікке ауысады. Одан кейін мемлекет оны қалай ары қарай жалпы өзімен бірге істейтін мердігерлер оларға не жұмыс істейді, сосын қарай. Қазіргі кезде республика мемлекеттік деңгейден қаржы бөлініп отқаннан кейін ол міндетті мемлекеттік меншікке өтеді. Ол мәселе шешіледі, одан кейін мына инвестормен бірге оны қалай бизнес ретінде бірге жасаймыз, мемлекеттік қаржылай жасаймыз, сосын шешіледі. Қазіргі кезде мемлекеттік меншікке өтуге мәселе шешілді, иесі осы келісім. Сұрақтар бар ма? Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, я представитель Оборудового. У меня вопрос, который даже не связан с энергетикой, а больше связан с устройством. Когда асфальтировали улицу Светлого, наш дом обошли стороной. Когда улицу Арчонки заасфальтировали, наш дом опять обошли стороной. То есть все убежали
ближайшие поляка могут быть асфальтированы, наш дом опять остается. Ну, то есть вот нам интересно, когда будут асфальтировать наш дом. Я здесь нахожусь в Аким области, поэтому вопрос правильно поставлен. Буквально к работе уже я приступил месяц назад. Сразу же, через 3 дня после назначения, я был в Риддере. Просто сильно не афишировал. Главный вопрос для меня был это посещение ТЭЦ. И то есть то, что работы по ремонту не прекращались. Тем не менее, у меня была возможность проехаться по городу. Я в вашем городе не первый раз, вы знаете, я почти 5 лет здесь работал. В свое время в этом здании, когда еще Ковригин был акимом, я вместе с ним сидел, общался с вами, помню всех ваших акимов. Вопрос абсолютно правильно поставлен. Исходя из того, что планирование бюджета было сделано в прошлом году, следовательно, получается, что, не будем говорить об ушедшем плохо, видимо, эти моменты были выпущены из того, чтобы провести соответствующие работы по асфальтированию. Сейчас перед акимами регионов у меня до конца июля месяца поставлена задача провести ревизию самых срочных больных вопросов, которые у них в районах существуют, у каждого. В разрезе отраслей, в разрезе непосредственно то, что сегодня влияет так или иначе на жизнь граждан. Если, правильно будут представлены все документы, естественно, что мы постараемся выделить средства из резерва с тем, чтобы эти работы провести. Что касается по асфальтированию территории вокруг вашего дома, я вам даю обещание, что если не в этом, то в следующий год это будет сделано обязательно. То есть почему? Потому что у нас, мягко говоря, скрывать не будем, есть такое, огромное поле деятельности и лишь небольшая масса финансов, которые нужно распределить в целом по области. Есть первоочередные задачи, которые надо сделать. Тем не менее, благоустройство дворов – это обязательный элемент, который так или иначе влияет на настроение и социальное благополучие региона. То есть наряду с экологическими вопросами, которые были сегодня абсолютно закономерно подняты. Поэтому говорю вам, что все это будет сделано. Тем более, что сегодняшнее совещание на протоколируется. Я приеду к вам еще много-много раз. И всякий раз у меня будет, одна из моих моментов, вопрос в общении с вами, то есть решение вот таких небольших тем. С другой стороны, это, конечно, опять еще раз говорю, я очень много получаю обращений сейчас от граждан с просьбой о встрече. Давайте, примите меня, у меня там крыша прохудилась, у меня там что-то произошло, у нас такие-то вопросы. В большинстве случаев, когда я изучил эти вопросы, они относятся прежде всего к деятельности местных исполнительных органов. То есть у нас президент государства, если вы внимательно слушали, несколько раз говорил, что власть должна сейчас принимать решения самостоятельно, без оглядки, например, на вышестоящих. Значит, соответственно, аким города должен был это делать самостоятельно, принимать людей, должен быть определенный диалог. Все же вы это прекрасно понимаете, то есть если ситуацию нормально, правильно объяснить. Другой разговор, что можно запланировать и сделать, то есть когда вы знаете, что это будет сделано, скажем, в 2023 году, в 4 квартале, в 2024 году, то уже как-то легче будет. Поэтому думаю, что в ближайшее время на рассмотрение маслихата города будет представлена кандидатура нового акима, которому все как раз-таки эти задачи будут поручено решить в ближайшее время. Ну и естественно, что по прошествии времени, вы знаете, у нас проведется соответствующая реформа государственного управления, то есть будут выборы уже непосредственно акимов, и думаю, что вы примете в них активное участие. Добрый день, я дополнительный вопрос. Касаемо того, что сейчас идут монтажные работы по демонтажу труб. То есть в городе будут значительные повреждения тротуаров, газонов, территории. Будут ли какие-то дополнительные средства выделены? Потому что, я думаю, вряд ли надо по тепловым сетям порядка 3 километров наиболее критических работ будет произведено. Насколько я знаю, потому что приступили, работы идут. В любом случае, смета работ на ремонт теплосетей обязательно включает в себя последующие. 1 миллиард, вот мне подсказывают, 1 миллиард тенге выделено из средств республиканского бюджета,
Министерства индустрии. То есть они включают в себя работы по дальнейшему благоустройству, то есть восстановлению объекта ремонта, в том числе дорожного покрытия. Еще один вопрос. У нас, помимо РТС, остальные тепловые сети уже являются частными, а именно Попов Александр Михайлович, Шевцов Федор Федорович. Их тепломагистрали также находятся в аварийном состоянии, то есть которые ведут до РТС. На них нарушена, получается, теплоизоляция, это будут дополнительные потери. Как-то этот вопрос будет рассматриваться? Либо о финансировании при переходе этих организаций в госуправление? Вот в ходе рабочего совещания на РТС вот один из собственников, девушка, она подняла этот вопрос, то есть, и вот как раз там ключевой вопрос, который ставился, это возврат долгов со стороны РТС, который позволит им самостоятельно эти ремонты провести. Да, и вот мы этот вопрос уже решили в понедельник, мы вам эти все долги закроем. То есть я думаю, другие собственники тоже могут обратиться к тепловых сетей. То есть, ну там, конечно, я думаю, по линии местного уровня власти можно посмотреть техническое состояние и готовность объектов весенней нагрузки. И последний вопрос. Мы в общественном совете неоднократно обращались и в департамент по энергонадзору, и в ДКРМ. На основании вот этого пересчета предлагали им провести осмотр показаний счетчиков, которые стоят в предприятии, то есть счетчики ГКОИ. И уже на основании того, сколько этот отопительный период вода действительно температура тепла, делать перерасчет. На нас никак не реагирует, уже около 3 месяцев мы пишем регулярно письма, нас, по-русски говоря, выходят и нам не отвечают на эти вопросы. Как-то с вашей стороны и со стороны мы можем надеяться на какую-то поддержку, чтобы как-то разобраться с данными организациями, получить пассивную помощь. Вот руководитель регионального департамента, естественно, находится здесь. Здравствуйте. Да, мы с вами этот вопрос неоднократно обсуждали. Беляев отсутствует, но вы одной организации. Да. Если помните, я вам говорил, что нам нужна актуальная информация именно по градусам посадки от РТС. И мы просили от Акимата, чтобы эти данные градусы нам ответили. В настоящее время мы с ГСК, с некоторых ГСК и от Акимата эти данные получили и сумму перерасчета определили. Общая сумма перерасчета за поставку тепловой энергии, за повышение качества тепловой энергии за отопительный период 22-23 года составила 292 миллиона тенге. Процент. Нет, это сумма. Это общая сумма перерасчета, которую подошли. Да, примерно так. И 292 миллиона, из них она вообще ректор отчитался, что у них 192 миллиона составляет эта сумма. И что они его полностью перерасчет сделают. Но мы это проверили и установили, что это 292 миллиона. И из них в настоящее время 160 миллионов они уже сделали. Остаток остается у нас 132 миллиона. В том числе для населения у нас 73 миллиона. Остаток для перерасчета РТС за на поставку тепловой энергии и за улучшение качества поставки тепловой энергии. Как можно же считать, что отопительный сезон не состоялся? То есть вы предлагали собрать экспертный совет, провести, собрать сведения по показаниям данных счетчиков, которые стоят на предприятии, и из них уже все это выяснить. Нам отказали. То есть сколько раз возвращаться, там же никто не приехал. Здесь, смотрите, здесь вопрос в чем? Основной момент, именно суммы перерасчета, это является, я вам неоднократно объяснял, это вот определение именно фактически поставки тепловой энергии. Давайте таким образом. Сейчас люди не поймут то, что вы говорите, это для большинства людей, то есть ваши цифры, они не дают никакой полной картины. Сделаем следующим образом. Вопрос поставлен, на него надо отвечать. Причем потому, что неоднократно уже вы собирались, вы сами подтверждаете. Но я думаю, здесь ничего сложного нет, если в принципе сделаем таким образом. Вот новый заместитель акима области Бахшан Какинкаджиевич Байахметов, он хорошо известен, он у нас по профессии энергетик, вернулся в энергетику. Буквально вчера я его назначил заместителем акима, но практически месяц вот он живет здесь в Риддере, постоянно контролирует и работает вместе с подрядчиком на Риддер ТЭЦ. Поскольку сейчас его временная резиденция определен город Риддер, вам необходимо будет буквально сегодня-завтра провести встречу непосредственно со всеми заинтересованными участниками и снять эти вопросы. Хорошо? Сделают так вот.
чтобы вы получили конкретный ответ, ну и, естественно, за этим ответом, чтобы последовали действия. Мы проследим. Спасибо. Саламатсыз, министр Мұрза. Мен фамилиям Жанарбек Мажардан. Мен сізге қойып деген сұрағым, осы жылу жүйесі мәселесінде қаншама жылдар болды, халықтан арыз түссе, сол жылу жүйесіне арыз түссе. Біз сіздерге жақсы жаңғысынмен және жылуды беріп жатырмыз дейді. Қалай жылу беруге болады, өзінің несіне сәйкес беріп жатырмыз дейді жылуды. Ал енді оны тексеретін халықта ешқандай бір мүшкіл жоқ дейді. Өйткені мына жылу жүйесіне сіздің аумағына кіруге болмайды, басқа кісілерге, ал жылуды бақылауға алуға халық бақылауға алуға. Біз сіздерге жүйелі жақсы атмосфералық жаңағы давлениесімен диплом беріп жатырмыз дейді. Оны тексере алмайды. Ертеңгі сұрағым сізге. Сол есеп счетчик дейді ғой, есептеуді жылу жүйесінің текстінің сыртына қоюға болмайды ма? Бұна әкімшілікке кісілер барып тексеріп, именно сіздерге жақсы қысымда жақсы жылу беріп жатыр деп айту үшін халыққа. Әйтпесе халыққа олар айтып жатыр, ал дәл сіз қандай жылу қайтып жүрген? Жылу жөнге келмейді, ақша балаларға. Рахмет. Осы сұраққа ол жаңа сіз айтқан есеп құралы тестатор. Оны міндетті түрде оның фиксациясы бар. Сондықтан оны ешкім тексермейді деп айтуға болмайтын шығар. Оны тиісті ақпараттың әріптестерге беріп отыр. Жылу жүйесінің тарифін толық циклын бәрін осы табиғи реттеу комиссиясындегі әріптестер бақылайды. Сондықтан ол бақыланып отыр. Екінші мәселе қазір көтеріліп жатқан мемлекеттік деңгейде цифрландыру мәселесі. Сондықтан бұл мәселені осы бір жылдың ішінде жылу жүйеде заң қабылданып сонда цифрландыру мәселесі көтеріліп жатыр. Бұл мәселені автоматтандыру түрінде ол ақпарат ертең бізге де табиғи комитетіне де онлайн режимде келіп тұрады. Есеп тапса ол жалпы жарық ашық жарияланған сайтта тұр, сіздерге көріп тұратын деңгей ішінде түсіру жоспарланып тұр. Мен әріптесім қосып жариялаймыз. Бұл жерде жаңағы есептеу жұмалары ридер-тесттен шыққан жерде тұр, бірақ біз өздеріңізге белгілеу, бізде ридер қаласында есептеу жұмалары жоқ, үйлерде жоқ. Сондықтан олардың нақты көлемін белгілеу, нақты көлемін нақтылау ол мүмкін болмайды. Сол себепті бізде жаңа мен алдыңғы сөзді айтып отырмын. Ридер-тест бізге өзінің мәліметтерін беріп отырды. Біз осынша жаңағы 70 градус беріп отырдық, үйлерде 20-18 градус беріп отырдық деген ақпарат беріп отырды. Сондықтан да олар айтты, біз сол себепті атап жаңағы жылу маусымында біз 192 миллион теңге қайтаруымыз керек. Біз оны қайтардық деп жаңағы бізге ақпарат берді. Бірақ біз оны әкімдікпен бірге жаңағы коррекцияларды қоса отырып, нақты температураның әрбір айда әрбір күнде қанша градус бергенін анықтадық. Сол үшін бізде жаңағы ұзақ уақыт кетті. Осы перерывшының есептеуді қайта есептеудің мәліметтер нақтылау бойынша. Біз соны қайта есептеп, әкімдіктердің жүйесіне нақты қай күні қанша градус үйлердің ішіне, үйге кіреберісте қанша гигакалория бергенін анықтап, қазір жаңағы қайта есептеу сомасы 292 миллион теңгені құрады. Оны қайтару бойынша біз қазір нақты жұмыстар жүргізетін боламыз. Бұл жерде бір ғана қиындық болып тұр, есептеуіш құралдардың ридер қаласында болмауы. Сол себеп. Здесь вот перевод просит. У нас, как вы знаете, у ридерских имеется прибор учета, но во всех домах города Ридера без прибора не имеется. Прибор учета не имеется. Что усложняет нам определить конкретные данные по поставленным гигакалориям или градусам. И, соответственно, из-за этого нам Ридер-тест дала информацию, что они
ну, скажем, там, в октябре месяце подавали какой-то день, там, 20 число, подавали 20 градусов на дому. Да, нет, ну, мы не скажем на дому, но они на такую дату дали, и в связи с чем они посчитали, что для потребителей города Нидерланд за недопоставку тепловой энергии, за улучшение качества тепловой энергии, они должны за отопительный сезон 192 миллиона тенге перерасчета сделать. В связи с чем мы, чтобы установление конкретных данных, запросили у акимата, попросили их помочь совместно с КСК, конкретно нам определить данные по каждому дню отопительного сезона. Таким образом, мы это все посчитали, из-за этого у нас, вот, ваше замечание было, из-за этого у нас на 3 месяца это шло. Я объяснял ему, что это требуется. По итогам этой работы совместно с акиматом, совместно еще уже перечислили тепловых сетей в Степногорска, сумма перерасчета составила 292 миллиона. Теперь мы будем работать, чтобы эти суммы вам перерасчитали. В том числе для населения остаточная сумма 73 миллиона. Вот это для нас самое, да, что усложняет, вот, нет приборов учета, чтобы конкретно определить перекологию или градусов. Дело в том, что наш город, как бы разделение идет теплоцентральный, это идут 3, 4, 5 микрорайоны и старый город. Мне, вот, не только мне, вообще интересно вопрос, и получить ответ, будет ли подача давления 3, 4, 5 микрорайонах. И по перекачной станции, и, короче, детский сад, Балабан и 3-я школа, вот интересует еще вот этот район, Игорь Владимирович, вы прекрасно знаете эту ситуацию. И второй вопрос у меня, это по автотрассе Ридер-Каменогорск. Когда будет она в конце концов строиться или не будет? Все нормально, Спасибо. Я по первому вопросу отвечу. Значит, 5-6 лет назад было по перспективному строительству, значит, был разработан проект, значит, монтажа новой линии магистрали, которая бы связывала напрямую, то есть третьей магистрали, которая напрямую бы связывала 4-й, 5-й и 6-й район, перспектива до 7-го. То есть на сегодняшний день эта магистраль практически построена. Завершение строительства нам обещают к отопительному сезону. Мы ее будем запускать. И ну, кто то есть, понимает, представляет, то есть низ 7-го района мы будем по одной магистрали питать, а вверх по другой магистрали. То есть гидравлика, соответственно, будет понятно, улучшена. Да? И насосную станцию мы тоже планируем запустить. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, жители города Ридер. Я являюсь представителем фирмы ТО «Дрейменеджи», которая в данное время является подрядчиком на аварийный ТЭЦ. У нас капитальный ремонт первого и пятого канала. Дело в том, что мы сюда заехали в прошлом году, в октябре месяце, как по системе аутсорсинга. И работали, устраняли во время через все эти аварийные моменты. И у нас как бы накопился долг. И в течение 8 месяцев у нас накопился долг не 2 месяцев, а на протяжении уже многого времени. В данное время, сегодня у меня на дороге не вышло 50 человек, отказались из-за того, что не было выплат. Сами понимаете, зарплаты не выплачиваются, служащие не выплачиваются. Мы, получается, на протяжении уже 4 месяцев сокращали зарплату, потому что я обещали, потому что нам тоже говорили выходить в обещания. Мы, как бы за это время, мы уже увидели 4 владельцев аварийных ТЭЦ. Все вот это обещали, и, как видите, уже накопился уже нормальная сумма. По этому поводу, в какое время будет оплата, и вот, если даже сейчас в данное время говорят, на следующей неделе поступит, это займет уже, наверное, 2 недели. Я не смогу, наверное, собрать за эти 2 недели вот эти вот 50 человек, потому что, как вы сами понимаете, у всех там кредит есть, континент обычный народ за собой имеет 2-3 кредита и семьи. С этим абсолютно правильно поставленный вопрос, вот, частных собственников были
в рамках оперативного совещания, то, что заседание штаба провели, он прогарантировал, что дополнительно 600 миллионов они поставят, 300 на возврат долгов и 300 на обеспечение текущих ремонтных работ, в том числе покрытие вот этих вот задолженностей на ранее образовавшихся. Давайте мы сейчас с ним переговорим дополнительно, чтобы вот это распределение средств прошло, в том числе с учетом вашего предприятия. Что касается будущих денег, постараемся максимально, чтобы все вот эти процедуры государственные завершить, чтобы они в ближайшее время уже не считали внимательно последними. А вот сейчас по старым долгам поднялся вопрос, пожалуйста. Спасибо, что вернулись, да. Я думаю, может быть, вы там потом уже отдельно встретитесь, то есть то, что касается дальше периода. Да, ну да, сейчас. Вы поймите меня, я здесь появился буквально 10 дней назад. Ну, когда вы с секретом Это старое. Это не касается восстановительных работ. Старая задолженность — это моя работа. Я ее буду проводить отдельно. Мы отдельно сейчас проговорили, построили график возврата денег и решили, Дмитрий Владимирович, пусть первоначальную информацию все имеет, мы с каждым кредитором проведем эту работу. Она уже ведется. Самый крупный мы уже закрыли. Сейчас осталось где-то на 1,5 миллиарда где-то ориентировочно провести вот эту работу. Мы ее закроем в любом случае, не переживайте. Спасибо. И у меня к вам просьба, вы контакты свои тоже вот органам надзора там, или вот нам передайте, мы так тоже по линии министерства проконтролируем. Можно два вопроса задать представителю ДКРМ? Почему вы говорите, что нет приборов учета у нас в городе ни у кого? Прибор учета стоит на общем 94-й парке. По поводу выписки из этого прибора учета я ежемесячно подаю заявление и прошу выдать мне данные распечатки. На что Лидертекс полностью игнорирует меня и не выдает мне данные распечатки. Сейчас вы говорите, плюс к тому же есть еще и приборы учета у юридических лиц, и у одного человека, у нескольких. Почему у них нельзя взять эти распечатки и посмотреть требования той температуры, которую вам выдает тест, какие отчеты вам говорит тест? Почему люди остаются в дураках постоянно? Здесь, я думаю, вопрос к сотруднику если они данные неправильно дают. Здесь я бы хотел сказать, я сказал, у города Лидертекс, ладно, если я так сказал, я поправлю, что в большинстве потребителей города Лидертекс отсутствует прибор учета. Здесь хотел бы еще один момент отметить, что сейчас я отпущу 292 миллиона. За прошлый период, 21-22, эта сумма у нас была 19 миллионов. Сейчас вы понимаете, 292 миллиона, это уже они не допоставили тепловой нуль, соответственно, будут эти деньги перерасчитывать. Вообще, в соответствии с правилами пользования тепловой энергии, именно обращение к перерасчету делается с объектами кондоминиума или КСК. Правила пользования тепловой энергии — это утвержден Министерством энергетики. Если они идут теплоисточнику, и если они теплоснабжающие компании, они запрашивают, чтобы они им перерасчитывали, то если они этого не делают, то данные КСК зафиксировав свои градусы и экологии, должны уже обращаться непосредственно в суд. Но здесь мы, учитывая данное положение, мы здесь также вмешиваемся, исходя из исходного договора, и как бы сейчас идем к работе, что 292 миллиона перерасчитать. Я вам скажу, нам тоже попала информация, что у них остаточная сумма перерасчета, я сказал, что 132 миллиона сейчас у нас остается. Они нам говорили, что там остается сумма порядка 60 миллионов. Но мы перепроверили и установили, что эти данные неправильные. Вы не думаете, что мы сидим, как бы, все, что они нам предоставляют, все это себе принимаем и как бы на этом соглашаемся. Нет, мы проводим свой анализ, проводим независимый анализ, привлекая других госорганов, математиков и как бы, стараемся максимально все это анализ провести. Кроме того, я здесь хотел
всех жителей и КСК агитирует на то, чтобы они поставили прибор учета. Потому что в 2022 году мы проводили анализ по городу Усть-Каменогорск. И именно те дома, которые имеют прибор учета, они, например, двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорск за отопительный период, который имеет прибор учета, платит порядка там, 10 тысяч тенге, а двухкомнатная квартира такого же квадратуры, не имеющая прибор учета, уже платит 20 тысяч тенге. Если в домах будут приборы учета, это для вас будет значительная экономия средств. Вы будете уже платить по поставленной конкретной экологии. И призываю всех установить, а это устанавливается в соответствии с законом двум способами. Либо сами потребители собираются устанавливать, либо они могут обратиться к той же теплоснабжающей компании, чтобы они вам установили, и эти приборы учета, установку этого прибора учета, они могут представлять 15 отдельных счетов в порядке рассрочки. И это все нами контролируется, согласовывается сумма установки приборов учета. Там тоже необоснованная сумма установки этих работ вам не могут разделить, потому что это все согласуется с нашим департаментом. Где возможно установить, Уважаемые жители, всем доброго дня. Огромное спасибо, что вы сегодня здесь с нами посетили это важное мероприятие. Сами понимаете, есть определенный график, которого мы должны придерживаться. Если есть у вас вопросы определенных или Акиму Гуси, или к министру энергетики, пожалуйста, их задавайте. Был вопрос по автодороге. То есть сразу хотел сказать, знаете, что автодорога, она не в областном пользовании, то есть как бы не в нашем ведении, находится как республиканская автодорога. В этом году было выделено 300 миллионов тенге республикой на мелкий срочный ремонт. На будущий год есть соответствующая документация, выделение 3,2 миллиарда тенге на средний ремонт. Поэтому мы сейчас вместе с республикой проработаем, чтобы все-таки эти деньги действительно были выделены. Ну и когда буду с вами встречаться, о ходе работы по данному направлению сообщу. Я просто в прошлый раз, когда ехал, сам убедился, что 8 лет назад, когда я уезжал отсюда, дорога была в достаточно приличном состоянии. Одна, можно сказать, то, что из дорог, которые у нас в области, неплохих было. Сейчас, конечно, это просто. Поэтому я прекрасно понимаю. В целом хотел сказать то, что состояние дорог в области, так же как и по многим направлениям, немножко поднимает массу вопросов. Поэтому сейчас, как получу всю полностью картину по области, по проблемным вопросам, и если у нас действительно дороги будут занимать львиную долю, может, на будущий год мы объявим годом дорог в нашей области с тем, чтобы их привести в надлежащее состояние. Есть республиканские дороги, есть местные. По местным дорогам, то есть уже поручение дано соответствующим нашему управлению дорог и акимам районов и городов с тем, чтобы предоставили соответствующую документацию. Будем их восстанавливать. Ну и по республиканским у нас также есть очень большая проблема, связанная с дорогой Омск-Майкопчегай. Вы знаете, то есть там идут определенные судебные разбирательства с подрядчиком. Но надеемся, также они будут завершены, и на будущий год дорога будет завершена, сама строительство. Дороги – это артерии, это развитие туризма, это жизнь граждан, поэтому, наверное, это как один из основных таких моментов, то, что мы будем рассматривать. Уважаемые жители города Риддер, то есть на одном собрании, наверное, все вопросы рассмотреть невозможно. Как я вам говорил, то есть сейчас заместитель акима региона господин Байахметов он находится здесь практически постоянно. Ну и как мы только представим нового акима города Маслихату, я думаю, многие вопросы уже будут решаться в более оперативном порядке. Еще раз хотел вас всех поблагодарить за терпение, я это чувствую, я это вижу. И хотел вам сказать, что президент об этом тоже знает. Когда он меня сюда отправлял, он сказал, твоя первая задача – это заняться вопросом
теплоснабжения города Риддера. Риддер ТЭЦ. Это вот его основное, самое главное поручение. То есть я, как вам сказал уже, мы будем стараться это все исполнить. Сделать так, чтобы оправдать ваше доверие. Сейчас, ну, здесь без аплодисментов. Аплодисменты будут тогда, когда мы все сделаем. Давайте так просто, ну, как бы, спасибо за понимание сейчас. И сейчас министр еще может продолжить личный прием на втором этаже. Пожалуйста, до этого сейчас 3 гражданина у него побывали уже. Если у кого-то есть еще конкретные вопросы, пожалуйста, на второй этаж, там будет проводиться личный прием. Да. Насколько я знаю, ТЭЦ, цеха бескислородных, будут ли выделены средства на его восстановление? Микрофон дайте, пожалуйста. Кто сказал, что какой нельзя запускать без кислородного? Это просто чревато. Сложно будет. Это нельзя так эксплуатировать. Так что не еще раз попробую. Все это кто вам сказал? И госпожа Имашева сказала, что церковь Ну, перед вами стоит директор ТЭЦ, который работал на ней многие годы. То есть госпожа Имашева не являлась специалистом в этой отрасли. Добрый день, можно еще последний вопрос? Да, пожалуйста. Я жительница города, и меня интересует вопрос, будет ли поставка мазута? Да, конечно, удешевленный мазут, согласно заявке, будет поставлен. Более того, цены на удешевленный мазут мы оставили на уровне прошлого года, 155 тысяч за тонну, то есть здесь на контроле министерства будет осуществляться данный процесс. Спасибо.